Алексей Сергеевич Чертков, генеральный директор Сахамедиа, советский и российский историк, экономист, писатель, драматург, журналист, специалист по информационным технологиям алмазного и ювелирного бизнеса, по институциональной экономике рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, председатель Совета фонда культурного наследия Александра Сергеевича Грибоедова. Алексей Сергеевич, вы родились в Черском. Льды, чайки летают, огромные, море близко там. Черский – это место, откуда происходило освоение Северного полюса. Это первый, это Зеленомысловский морской порт, это порт, огромный порт, который снабжал Чукотку и до сих пор снабжает. Это полярная авиация, это проводка северных судов, это первые полярные экспедиции, это освоение Арктики. Модель Советского Союза там, да? Там и русские, и якуты, и украинцы, и евреи, и грузины. То есть это какая-то страна, вот мне казалось, какой-то вот отдельное пространство какое-то. Федот Григорьевич Сафронов, мой учитель по исторической части, он назвал такой термин, придумал «досельные русские». И древние русские, которые основались там на Колыме, и они вот ассимилировались и так далее. И сейчас непонятно, насколько мы русские, насколько мы якутские, насколько юкагирские. Когда я окончил университет якутский, я попросился не остаться в Якутске, не поехать в Москву, я попросился вернуться в Черский, простым учителем. И мне сказали, что мест нет, меня не пустили на родину обратно. Вот. Это как-то для меня очень было... характеризует то время, потому что туда конкуренция была, там романтика очень много, там да, совсем другая. Но там даже романтика длинного рубля больше. Вот так, потому да. что очень много заполнения украинцев было с других. Вот даже те ребята, которые мои одноклассники, это в основном те, с которыми сейчас, ну, там так вот сложно позиционируемся, они защищают интересы Украины и так далее. Это все мои друзья, и мы там в социальных сетях между собой перепираемся. Неужели мы с вами будем воевать? Сложно было попасть туда, в Черский, потому что очень большая конкуренция с точки зрения вот таких трудовых ресурсов. Историк, журналист, ученый, кандидат исторических наук. Потом, значит, дальше читаю, смотрю, значит, драматург, так, и так далее. То есть я, когда пытаюсь вот понять, что главное в вашей как бы профессиональной такой, ну, скажем так, направленности, то я хочу... И работал в комсомоле, да, комсомольский вожак, назовем так. То есть, получается, как бы и комсомолец, и писатель, и руководитель, и журналист. То есть, что главное? Когда я окончил школу, это год олимпийский был. Я тогда твердо решил, что я буду историком, и поступил в Якутский госуниверситет. Среда, в которую я окунулся, она выбрасывала на поверхность. Я стал историком, защитил диссертацию, я стал изучать свой род, свою семью, историю своей семьи. Защитил диссертацию. Потом случилась перестройка, гласность и так далее. Мне стало интересно заниматься журналистикой, я окунулся туда. Потом стало интересно заниматься, ну, я оказался в Москве, стало интересно заниматься алмазной тематикой. Я оказался в акционерной компании «Алроса» и занимался очень долго связями с общественными, работами с органами государственной власти. И тогда я вот, когда вот в истории республики совершались какие-то интересные события, судьба разворачивала мне так, что я оказался вот именно вот в гуще этих событий. Это очень интересно. Я сам ничего не придумал. Если так вдуматься, то судьба любого человека, как бы, любой человек на самом деле отвечает на вызов. Другое дело, если вы поехали бы работать черским учителем, то вы там остались бы учителем, и все равно, как учитель, все равно бы пришло время, когда надо будет писать, поскольку вы историк. И вот меня очень-очень заинтересовала ваша вот работа, монография. Так, монография вы... Вот что подвигнул вас заняться вот этой темой? Исследовал историю русских служилых людей в Якутии. Это сословие, это казачество, это этап первоначального накопления капитала.
Все, что происходило в дальнейшем в России, по сути дела, уже происходило на стыке второй половины XIX – начала XX века. Это расслоение общества, это первоначальный капитал, это ростовщичество, это борьба за орудия и средства труда. Георгий Прокопьевич Башарин у нас преподавал, это Федот Григорьевич Сафронов, который потом меня забрал в свою школу. Я же принадлежу к школе, в республике есть две исторические школы. Есть историческая школа Башарина, а есть историческая школа Сафронова, Федота Григорьевича. Перед вами сидит сафроновец, у нас есть несколько других. Да, есть у нас разные понимания на некоторые исторические периоды истории республики. Я думаю, это противостояние мысли. Да, ну вот мысли. Вот да. Как они спорили, я до сих пор помню, как Георгий Прокопьевич говорит, в этом случае уместно говорить на великом русском языке. Как вы считаете, вот этот спор, он разрешился сейчас или он продолжается? Вот что интересно, спор продолжается. Этих великих главное, ученых нет, да. а мысли остались. Мысли, они материальные, они воплощаются в нас, в наших книгах. Если бы не было вот таких столкновений, таких школ, ну, мы бы, не знаю, зачахли. А благодаря вот этому еще как бы жиждется интерес к дореволюционной истории республики. Одна позиция. Георгий Прокопьевич говорил о том, что добровольное вхождение Якутии в состав российского государства. Другая школа говорила о том, что нет, не добровольное. Не добровольное. Включение или присоединение Якутии к русскому государству. Присоединение. Это как бы колонизация такая. Да, колонизация. Это вот так. Если мы сейчас не договоримся в терминологии, да, мы можем превратиться в наших этих великих ученых-историков, когда они, вот, скорее всего, не договорились в понимании, в наполнении этих терминов. Добровольное вхождение, включение, присоединение и колонизация. Вот, все историки Советского Союза, будем считать, Новосибирская школа и Московская школа, они на тот период и приняли между собой терминологию такую о присоединении Сибири к русскому государству. Сибири. Мы же считаемся, что Якутия – это часть Сибири, это Восточная Сибирь. Значит, потом был изобретен термин добровольного вхождения. Он включает в себя в том, что это добровольное вхождение не подразумевало больших вооруженных конфликтов. Но мы сейчас в истории, у нас очень много примеров, когда даже из маленького конфликта вырастают большие войны. Вот. Спор этот не закончен, но этот спор очень интересен. Он интересен с точки зрения, даже, я хочу сказать, будущего и нынешнего состояния государственности республики. Потому что, если взять Конституцию республика, республика – это государство. Это государство в составе России. Она обладает всей полнотой институциональной власти для того, чтобы выполнять функции государства. Это субъект российского государства в форме республиканской власти. Когда мы говорим о том, что произошло присоединение Якутии к русскому государству, то есть тот, кто присоединил, имеет больше обязанностей. Обязанности перед этой территорией, перед этими людьми. Если вы присоединили, вы будьте добры, создавайте инфраструктуру, помогайте народу, помогайте развиваться этой земле. То есть вы должны сюда вкладывать, потому что вы несете большую ответственность за эту территорию. Сейчас, я думаю, мы можем с уверенностью говорить, что государство в лице большой России, как мы вот с вами придумали этот термин «большая Россия», оно эти функции начинает выполнять. Вот сейчас у государства нашего идеология сформулирована или нет? Серьезный вопрос, но для меня ответ, он уже как бы для меня лично сформирован. Ты должен быть патриотом своей малой и большой родины, потому что нельзя быть наполовину красным, наполовину белым, наполовину европейцем, наполовину азиатом.
ты живешь в этой стране, которая вместила в себя и азиатскую часть, и европейскую часть. Мы все перемешаны в нациях и народностей, да? Вот, и у нас многопартийная система, и вот подспудно нельзя, мое глубокое убеждение, нельзя насадить идеологию сверху. Она взращивается и идет снизу. Вот все можно насадить, и партии, там, и какие-то мероприятия, движения, но вот идеология, она создается самим народом. Она сформирована в тезисе расцвета наций, расцвета республик на почве патриотизма и глубокой любви и веры в свою родину. Термин, он утратил подлинность. Так. Вот что для вас элита? Элита. Вот для меня вот название моей передачи так и называют элита, обод. Это вот, как бы сказали, патриот. Так. Вот для вас. Да. Вот если чуть-чуть уйти назад, да, элита в прошлом, в советском понимании и раннем российской периоде истории, элита олицетворялась собой с интеллигенцией. Интеллигенцией как прослойка, социальная прослойка общества. Было модно ругать интеллигентов, интеллигенты были ответственны за все. И человек в очках и в шляпе, он уже интеллигент, он считается как бы элита, и на него все смотрели с подозрением. Мы с вами легко бы подходили под это определение. Вот. Но элиту нигде не взращивают. Нет института, который вот садись, и из вас мы воспитаем элиту. Да? 90-е годы же начались, там гимназии какие-то, специальные такие. А в Москве, в других крупных городах начали элитные школы. Да, появились. элитные школы и Да. так далее. Но потом вот если взять в сухом остатке, что остается от таких элитных школ? Мы их взращиваем, выпистом, создаем какие-то особые условия, и она растворяется, уезжает на Запад и так далее. Для меня элита, дедушка, сидя на заваленке, который рассуждает, мудро курит трубку, и для меня он элита общества, потому что он имеет свое мнение, и это мнение транслирует, он свое мнение мультиплицирует. Это очень важно. Элита сейчас, это, в моем понимании, это больше интеллектуальная элита. Это способность вот этого сообщества интегрировать идеи. Элита, которая отвечает на вызовы времени, она вот не придумывает искусственные схемы, она отвечает, она понимает и чувствует ответственность за финал, за итог этого всего. Вот эта элита, она состоит сейчас вот из многих представителей совершенно разных. Это не только люди интеллектуального труда, есть те, которые живут в селах, а это элита. Вот мудрость руководства, не знаю, республики или там страны собирать вот эту элиту и слышать разные голоса. Для меня вот это элита, не только писатели или чиновники. Да. Алексей Чертков, благовестие апостола Иннокентия, Вениаминов, да, святитель. Как вы пришли к этой теме? Пьеса в стихах. Для меня пьеса — это новая задача. Стихи, изложение исторического великого и святого — это сверхсложная задача. Заговорить словами православного святого. Для меня вот многое перевернулось. Истоки в моей бабушке Котельникова Евдокия Николаевна. Котельникова? Да, Котельникова Евдокия Николаевна, моя бабушка. Вот. И мы с ней в Черском дома жили в одной комнате. Я пацан, и бабушка там 89 лет. Я вот вырос под ее молитвой. Я думал, как же такое случилось, что это меня вдруг стукнуло так. Вот. Я вырос под ее молитвой. Она молилась, и я все это слушал. Я не понимал этого ничего, что происходит, кому она молится, что она говорит. Но потом в человеке происходит накопление вот этой мысленной энергии, каких-то посылов предков, бабушки, там, деда и так далее. Хотя дед был такой красный рубаха устанавливал советскую власть там, в Валеринской тундре. В моей жизни произошли некоторые события, которые заставили меня переосмыслить свою жизнь. 2 раза был на грани жизни и смерти, попадал в аварию и понял, что 3-го раза может не быть, и поэтому сам пошел в церковь. Старенький, весь седой настоятель храма, он так посмотрел мне и сказал, и спросил, то есть, а по своей воле ли ты пришел, отрок? Я сказал, да, по своей.
и оформил меня в христианство. У нас в Черском небо очень низкое висит, низко над головой. И ты видишь эти звезды, северное сияние и так далее, дополнительная красота. И вот звездочки, они вот тут рядом, как будто так достанешь, и вот ты до звезды достанешь. Есть удивительное выражение, я прочитал в одной исторической книге. И дальше солнце занавесками заколочено, и колокольчик не звенит. И колокольчик, все, дальше нет пути. А мы вот, и все, дальше ни звука, нет перспективы и так далее. И ты там вынужден как бы разрывать открывать эту перспективу, раздвигать это пространство. Иначе все это тебя или задавит, сомнет, или ты окажешься на обочине. Я вот ощущаю в вашем таком как бы художественном видении, назовем так, позиционирование очень глубокое православное, русское такое, так, да, ментальность такой, так. Как вы назвали в свое время «большая Россия», да, «большая Россия». Так. Видимо, то, что вы с Черского, поэтому видите, а я же в Москве, когда приезжаю в Москву, то беседую с очень интересными людьми, с писателями и так далее, я вдруг обнаруживаю, что они не чувствуют того пространства, той как бы необъятности нашей России такой. Поэтому я вынужденно возвращаюсь к Черскому. Я, побывав в Черском, это я на всю жизнь запомнил. По Колыме, когда по речке Колыме плавал, там рыбачил, и по 3 колымским районам улусам проехался. И когда приехал в Черский, то вдруг почувствовал вот этот масштаб. Вот поэтому то, что вы написали пьесу и очень глубоко вникли как бы миссию святителя Иннокентия Вениаминова, то для меня это не загадка, это закономерно тогда. Но вы как вы считаете, православие, вот что код якутской культуры для меня, код якутской культуры, это Аланхо, так, то есть все заложено в Аланхо. Так. Вот, кстати, вы говорили про элиту, то для меня Аланхасуд, и я очень согласен с вами, когда вы говорите, старик, сидящий на заваленке, говорящий о самом главном, это и есть элита. Так, да. Для меня Аланхасуд – это элита, аристократ. Так. И вот код для якутской культуры – это Аланхо, это Тоюк. Так, да. А православная культура, что вот в русской культуре, что вот является кодом? Ну вот, главным. Я вот начну отвечать с большой России. Да? У нас в Черском говорили, мы поедем в отпуск на материк. Мы же на материке живем, а мы поедем на материк. На материк ушел последний караван. Да, и песни сочиняли, это как будто вот мы на острове каком-то или в другом мире живем, да. И вот я очень рад, что мы с вами, по сути дела, единомышленники вот, в позиционировании большой России, вхождение, не вхождение, а интеграции республики Саха в большую Россию. И нас этого пока не понимают. Например, в интернете и так далее, когда вот я публиковал статью о большой России, они там издеваются и смеются. Но пусть смеются. Они потом поймут, что большая Россия и участие, интеграции республики в большую Россию, в этом заложен огромный смысл. А огромный смысл для русской культуры, для миссионерства, будем даже говорить, что, во-первых, это был один из первых миссионеров. А миссионеры, они все делают бесплатно, на добром слове и за свои средства. Потом когда-то они там получали возмещение. Вот. А для русской культуры, для православия это вот движение вот к этому колокольчику, к этому небу, к этим звездам там на Колыме. И это вот это расширение пространства, расширение территории словом и делом. Нельзя было прийти и завоевать всю огромную территорию, большую Россию, как мы называем, и мечом, огнем и так далее. Ну, во-первых, не хватало столько людей, пушек, ядер и денег, чтобы снарядить экспедиции. Можно было только словом, добрым подходом, благочестием и благожеланием это все
будем говорить, завоевать или присоединить. И поэтому слово и вот это вот миссионерство, оно создало нашу страну. Духовная история, там, православие. Вот. И мальчик, который родился в Черском, север, юкагиры, украинцы, якуты, то есть целая такая, то есть потом история освоения там, как бы Ледовитого океана, и теперь алмазы. Пришел в алмазодобывающую компанию, называется «Алмазы России Саха», или сейчас Сахамедиа. Меня зовут тогда, когда ну, плохо, будем так говорить. Тогда алмазники не получали заработную плату по полгода из-за того, что не было экспортных квот. Тогда только создавалась, оформлялась акционерная компания. То есть были целые войны, об этом даже книги написаны, информационные войны между одним капиталом, другим капиталом, чиновниками и промышленным предприятием. И сейчас я пришел, когда плохо, меня почему-то всегда зовут, когда не очень хорошая ситуация. В этом вижу вызов, и я его принимаю, и мне очень интересно. Мне интересно работать там, где трудности, это сломить, сделать, добиться своего результата. Я занимался информационной политикой. Она была, по сути дела, мы ее только выстраивали. Кроме этого, прежде даже информационной политикой, я был руководителем Центра по работе с органами государственной власти. Это, во-первых, закон о недрах, о драгоценных металлах, драгоценных камнях. Это работа с правительством, это работа с Государственной Думой. Тогда у нас родились такие термины. Есть паркетные алмазники, есть настоящие алмазники. И я рад, что я подружился и вошел в элиту алмазной промышленности, познакомился с удивительными, интересными людьми, именно настоящими генералами алмазной промышленности, которые создали все, на чем сейчас она и держится. Деньги любят тишину тогда, а алмазы что любят? Алмазы тоже любят тишину, но прежде чем будет вот такая мертвая тишина, она же создается за счет огромных фабрик, за счет огромных механизмов, грохот, шум, взрывы, да, и потом находят эти кристаллы. Для меня, честно говоря, алмазы не играют никакой роли. Я отношусь к ним очень просто, как к обыкновенным стекляшкам. Я запускал руки в огромные кастрюли с алмазами. Вот их так беру, хоп, можно было так и сделать, высыпать и так далее. Я был на рудниках компании De Beers Южной Африки, и тоже нам давали возможность покопаться в этих кастрюлях, в этих алмазах. Вы знаете, что очень важно в этом кристалле? Мне очень не трогает ограненный алмаз, когда он такой весь блестит, он красивый. Мне очень интересен природный алмаз. В него можно взглядываться как удивительную картину, в которой запечатлена история, многомиллионная история этого кристалла. И там ты видишь горы, ты видишь людей, фигурки и так далее. Это кристалл, неограненный кристалл алмаза, это целый мир. И когда-нибудь общество научится воссоздавать эти картинки. Алексей Сергеевич, пригласили в качестве генерального директора Сахамедиа в интернете по поводу вашей кандидатуры, когда вы начали работать, некоторые такие резкие высказывания. Глава республики Александр Сергеевич Николаев пригласил меня для того, чтобы исправить эту ситуацию, потому что я первый выступил против процесса бесплатизации средств массовой информации. Бесплатизация, она нанесла серьезный урон прежде всего сахаязычной журналистике. У нас прервалась связь между опытными журналистами и молодыми. Некому передавать опыт. Стало очень мало тех, кто может создавать интересный современный контент. Мы сейчас очень активно занимаемся электронными средствами массовой информации и будем переходить на мультимедийный контент. Мы будем заниматься расширением службы, СММ-службы, работы с социальными сетями. Мы будем создавать современные средства массовой информации. И буквально скоро состоится, как я называю, перезагрузка Сахамедиа. Это будет Сахамедиа 2.0.
Вот. Я сейчас, по сути дела, собрал команду, которая действительно, я считаю, сможет сдвинуть информационную политику государственных СМИ в нужном современном направлении. Это требование времени, это вызов, цивилизационный вызов. И журналистика, вот правильно вы говорите, сейчас даже важнее методы доставки информации потребителю, читателю, чем создание ее. Но в то же время я понимаю, что такой подход, он имеет обратную сторону. Люди все больше становятся потребителями поверхностных статей, материалов, что очень легко между вот этими посланиями засунуть фейковые материалы, опорочить человека, извратить, направить общество по другому ложному пути. Да? Почему держатся и почему важны государственные средства массовой информации? Это достоверность. Люди очень внимательно и серьезно проверяют эти факты. Государственные средства массовой информации, они себя как бы позиционируют с тем, что это объективная информация. Так, То есть, сама журналистика, человек, он тоже живой человек со субъективным видением. Вот где грани того, что, еще она говорит, сколько заплатили, такая журналистика так, да? Да. Вот у меня есть одна из книг, она называется «Институциональная экономика рынка драгоценных металлов, драгоценных камней». Я как бы приверженец институционального подхода. Институциональный подход, это изобретение американцев. Дэвид Нортон изобрел такое изречение, вот как есть бриллианты навсегда, или пролетарии всех стран соединяйтесь. А он сказал, институты имеют значение. Институты — это не только органы власти, институты — это мы с вами, институты — это наше сообщество, которое мы определяем. Вместе мы создаем институциональную среду. Вот. И журналист, попадая в ту или иную институциональную среду, он поступает с теми или иными принципами. Но есть нравственные принципы самого человека. Вот если он стойкий, он будет до конца говорить, что белое — это белое. А когда ты попадаешь в другую институциональную среду и говорят, вы найдите в этом белом, пятно и на солнце же можно найти. Поэтому, преувеличивая значение пятна на солнце, вы суть журналистского ремесла переиначиваете на свой лад. Вы меняете свою институциональную среду. Вы гражданин России. Я знаю, что вы работали долго в Москве, видел, как вы, встречаясь с разного уровня людьми руководства, и с военными, и с простыми людьми. Так. Здесь, в Якутии, вы родились. И вот сейчас идут наши праздники, Исэх, Аланхо. Вы во время праздника Исэх одеваете национальную одежду якутскую? Да, я надеваю и считаю это принципиальным моментом, потому что я интегрирован в национальную среду. Я больше, может быть, саха, чем некоторые саха. Обязан учить якутский язык, якутские слова. Мне это очень помогло. Я занимался межнациональными исследованиями региона Кавказа. Даже в Дагестане, представьте, в Дагестане мне помогли знания якутских слов. И ты, когда их произносишь, а там есть в любом народе есть тюркские корни. А в Дагестане есть кумыки, нагайцы и еще есть да, и в табасараны, русском языке кажется, очень много тюркских. Да. И тебе говорят, ты свой, я хожу в Дагестане как свой. Вы можете представить? Какой вызов вас подвигнул на то, что очень вы занялись темой Грибоедова, даже вы председатель Совета фонда Грибоедова? Грибоедов — это, безусловно, великий драматург, и он раньше написал свою драму «Горе от ума», чем Пушкин, Евгений Онегин. Очень редко два гения дружат между собой, а у них случилась вот такая дружба. Пушкин как раз ехал, будем говорить, устраивается на работу к Грибоедову на Кавказ, в Иран туда. Пушкин тоже дипломат, они оканчивали дипломатические школы, они дипломаты. Мне очень интересен Грибоедов, некоторые черты его
отрицательные черты характера я вижу в себе. Я их знаю, вот, я их глубоко там прячу и так далее. У каждого, наверное, человека есть отрицательные. И я нахожу вот с ним какие-то параллели, вижу параллели. И эти мои отрицательные черты дают мне возможность лучше понять движение, не движение, а вот его шаги, которые привели к его гибели. Вот. Можно же быть послушным, можно быть добрым, можно быть, соглашаться с мнением власти, или там ты работаешь в другой стране, следовать законам другой страны. Но что-то же должно такое случиться внутри человека, чтобы он один встал, находясь значит, в шахском Иране, в Каджарской династии, и сказал, что будет по-нашему, будет так, как сказал русский царь. Это единственный русский поэт, дипломат, который не погиб на дуэли, а он погиб с оружием в руках, защищая дипломатическую миссию России в Иране. Он один из первых понял значение евразийского пространства. Он создал проект, экономический проект «Закавказская компания», которая объединяла Персию, Грузию, значит, Россию для того, чтобы на этой огромной территории устроить, как так сейчас называем, кооперативное хозяйствование. Человек, обладающий действительно энциклопедическими знаниями и способностями и видением того, что нужно России в тот период. В следующем году, 15 января, 225 лет со дня рождения Грибоедова. Мы в долгу, Россия в долгу перед Грибоедовым, потому что даже в Москве нет улицы Грибоедова. Но памятник Грибоедову есть. есть, Да, памятник Грибоедову есть на Красных воротах. Да, единственное такое место, связанное с Грибоедовым, которое сохранилось. Алексей Сергеевич, я вот беседуя с вами, не хочу как бы заканчивать завершать разговор так, да? Поскольку каждая тема, которая, по поводу которой мы с вами говорили, она очень интересна мне, лично мне интересна. Я надеюсь, тоже телезрителям интересна. И ваша деятельность тоже многогранная такая, очень любопытна, для меня любопытна. И вызовы, на которые вы отвечаете, оно очень даже серьезные вызовы. И поэтому и у вас и серьезная работа. Я вас перечисляю. Вот, как ЛИТ, перечитаю к ЛИТ. Я подарю все книги, но лично вам вот эта книга для меня как манифест. Здесь есть удивительные мысли, которые вот родили. Я писал ее 3 года. Я все забросил. Я забросил работу, я забросил там встречи с друзьями. Я заставлял себя вот каждодневно работать вот над этой книгой. Да? И здесь вот удивительные, не знаю, удивительные метаморфозы со мной произошли. Вот наслоение христианской культуры, христианского языка вот с видением как бы современного человека на деяния святителя Иннокентия. Вот, например, несколько строк. «Своею», это я о нем говорю, «своею духоносною душою ты на добро народы вразумлял, не зная сна, не ведая покоя, ты в Царство Божие дорогу указал». Это вот мое понимание вот этого деяния этого человека, который создал удивительный труд, краткое изложение пути в Царствие Небесное, которое в изложении святителя Иннокентия. Человека, который родился в маленьком селе Ангинское в Иркутской области, который служил в Якутске, в Благовещенске, Камчатке, на Аляске, который является небесным покровителем Якутии, Сибири и Америки. Я вот эту книгу вам дарю. Так, вот я с
благодарность принимаю. Хотел бы также вот вручить вот вам, человек, который очень печется, беспокоится и работает на благо республики, мою книгу, которая называется «Путь республики Саха-Якутия». Да, спасибо большое. Спасибо.